Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – это подписанный между Абхазией и Россией договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Если говорить конкретнее, сегодня мы обсудим с нашим гостем те экономические перспективы, те выгоды, которые открываются в связи с заключенным договором. Какие экономические выгоды несет договор? Как повлияет подписанный документ на экономику в целом, на благосостояние наших граждан? Мы поговорим сегодня с начальником управления экономики администрации президента. Не ошибся, полностью назвал. Да, Бесланом Барателя. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер, Беслан. Кстати, о самом управлении, о его функциях, намерениях, ближайших планах мы поговорим в финальной части нашей программы, так что я думаю, что это интересная часть для наших телезрителей, будет несколько так интригующей в нашем сегодняшнем разговоре. Итак, в первую очередь, конечно, о том, на ваш взгляд, об этом договоре заключенном, настоящем договоре, каково его значение в нынешнем обострившемся таком политическом и экономическом контексте, прямо скажем, не совсем благоприятном для нас. Безусловно, как было правильно отмечено, что появление договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве и стратегическом партнерстве явилось реакцией на те вызовы, которые брошены современным миром, Западом, России. Эта реакция объективно. Договор показывает, что Россия, защищаясь сама, также не оставляет наедине своих стратегических партнеров, формируется общее оборонное пространство, которое позволит нашей стране, нашему государству выстоять в условиях тех геополитических изменений, в которых пребывает мир. Посмотрите, что происходит на Украине, и исламское государство, волна терроризма по всему миру. Сегодня Абхазия является островком стабильности, и тот хрупкий мир, который у нас есть, может быть разрушен. Подписание такого договора, безусловно, будет способствовать сохранению нашего государства, укреплению. Так и в договоре написано, я процитирую, договор подписан в целях укрепления государственного суверенитета Республики Абхазия. То есть, понятное дело, что сегодня малым странам самостоятельно, в одиночку очень тяжело отвечать на те вызовы, которые ставит современная эпоха. Мы сегодня видим, что огромная страна Украина, в которой проживает около 50 миллионов человек, которая больше, я уже не говорю больше, нас больше той же с Грузией, с которой у нас конфликт в 10 раз, не в состоянии сегодня сама решать вопросы и решать те проблемы, с которыми она сталкивается. Поэтому, конечно же, этот договор позволит нам укрепить нашу государственность, и во многом будет зависеть, результат во многом будет зависеть от того, насколько мы сами сможем воспользоваться теми возможностями, которые заложены в договоре. Вы знаете, вообще я, конечно, не сомневаюсь, как и многие наши телезрители, в том, что формирование такого общего пространства обороны и безопасности, это, конечно, очень важное для нас обстоятельство в этом договоре, и оно будет воплощено во всех своих пунктах. И это обеспечит нам, конечно же, более-менее такое спокойное существование. Другое дело, что предусматривается создание единого социально-экономического пространства. Вы знаете, многие говорят, может быть не очень многие, но некоторые эксперты говорят о том, что при создании с Россией общего экономического пространства Абхазия может потерять экономический суверенитет, то есть, соответственно, лишиться, так сказать, шанса стать полноценным государством. Я бы не стал ставить знак равенства между участием в интеграционных процессах, в различных экономических проектах с одной стороны и независимостью государства с другой. Сегодня мир кардинальным образом меняется, процессы глобализации усиливаются, интеграционные процессы развиваются во всех регионах мира.
И участие той или иной страны в тех или иных процессах не означает в таком дословном понимании лишения суверенитета, потери независимости и так далее. Мы можем привести пример из стран Европейского Союза, Германию, Францию там, и Италию, которые прошли несколько этапов на пути к интеграции, на пути развития Европейского Союза, начиная от зоны свободной торговли, общего таможенного союза, общего единого рынка, и некоторые страны дошли уже и до единого валютного пространства, общего валютного союза. То есть, к примеру, сегодня Германия или Франция не имеют права печатать свою собственную валюту. Они вошли в валютный союз и фактически отказались от этого права печатать свою валюту, используют наднациональную валюту евро. Но никто же не ставит вопрос о том, что Германия перестала существовать как независимое государство или растворилась и так далее. Это все понятно, но вот когда мы говорим все-таки об сближении, там, о создании общего такого экономического пространства, мы говорим, еще там подразумевается унификация там, законодательства. Гармонизация. Гармонизация, да, законодательства. Но есть же такие вещи, которые для нас, по крайней мере, неприемлемы. Допустим, если в России можно там, земля может быть законодательно объектом купли-продажи, у нас это запрещено, то есть есть разные фобии, то есть многие там воспринимают о том, что вот этот договор, как бы, по которому вот создается это общее экономическое пространство, оно подразумевает и вот такие вещи непопулярные в абхазской среде, что рано или поздно, то есть по этому договору, по этому соглашению, то есть мы придем к тому, что там землю надо продавать, то есть сделать объектом купли-продажи. Вы знаете, в данном договоре такие вещи совершенно не прописаны. Конечно, можно предполагать, что будет с Абхазией через 100-200 лет, но мне кажется, это выходит далеко за рамки содержания договора. Вот я хочу процитировать, что вот в статье 4 говорится о том, что договаривающиеся стороны проводят скоординированную политику, которая предполагает взаимный учет интересов. Да? То есть речь идет о том, что и российская сторона, и Абхазия в процессе переговоров будут учитывать обоюдные интересы. И речь не идет о том, что законодательство Абхазии должно быть полностью изменено, и мы должны копировать российское. Поскольку у нас вообще форма устройства разная, у нас есть свои нюансы, так вопрос не стоит. Но, тем не менее, есть общемировые тенденции, общемировая практика, и какие-то вещи позволят нам тоже поднять наше законодательство на более высокий уровень, решить многие проблемы и решить те пятна белые, которые существуют в нашем законодательстве. И опять же, говоря о законодательстве, здесь часто речь идет о том, что мы ориентируемся на единое евразийское пространство, я бы сказал, не сколько на российское, на евразийское. Мы понимаем, что современные экономики, современные страны не могут достичь высокого уровня развития, вообще идти по пути траектории развития самостоятельно. Самой независимой страной является Северная Корея. Конечно, можно закрыться от внешнего мира, ни с кем не контактировать, но цена такой независимости будет низкий, совершенно низкий уровень жизни людей. Цивилизованный мир идет по другому пути. И поэтому дальнейшее сотрудничество с другими странами это является необходимость для развития экономики, для наращивания экспортного потенциала, для повышения уровня жизни граждан. Можно, конечно, фантазировать и говорить, нам надо развивать отношения и с Евросоюзом, и с США, и с Австралией, и с Канадой и так далее, но это всего лишь фантазии. Мы понимаем, что сегодня мы остались в этом бушующем мире фактически одни. Единственным нашим стратегическим союзником является Российская Федерация. Да, мы можем говорить о том, что нас признало 5-6 стран, но не стоит забывать, что они признали нас только лишь потому, что Российская Федерация содействовала этому признанию. Даже такие близкие России страны, как Белоруссия, Казахстан, не готовы признавать Абхазию, и поэтому... Не мучайте нас Абхазией. Да, и понятное дело, когда страна признает Абхазию, она должна понимать, что дает ей, с какими сложностями она будет сталкиваться. Поэтому, как бы мы ни говорили, Россия сегодня является единственным стратегическим партнером, который дает нам возможности не только защитить себя и свое государство от различных угроз, с которыми сама Россия сегодня сталкивается, но также и модернизировать нашу экономику, дать возможности для этого развития. Вот, кстати говоря, сейчас процитирую здесь
в интернете найденную мне статью, там многие, кстати говоря, высказываются об этом договоре, и в том числе о том, какие экономические могут быть последствия после этого договора, имея в виду хорошее развитие. Но есть и опасения, естественно. Вот смотрите, на сегодняшний день в Республике Абхазия развитой социально-экономической системы нет. Она только начинает зарождаться и требует применения эффективных протекционных мер для усиления и роста. В случае реализации предусмотренной в договоре инициативы, более сильная и устойчивая система поглотит более слабую в очень короткие сроки, без каких-либо шансов на дальнейшее развитие для последней. Вот как вы считаете, имеют ли почву эти опасения? Это очень пессимистический сценарий. Понятное дело, что законы конкуренции никто не отменял. Та же Греция или там, Испания, которые являются участниками Европейского Союза и которые намного слабее, нежели их северные соседи, они также испытывают такого рода сложности. Но это связано не с политическими вопросами, а с проблемами модернизации экономики. Мы все боимся, что к нам придут инвесторы, все нас купят и так далее, но на самом деле мы видим, что мало кто к нам идет, по большому счету. Потому что А если кто идет, то мы его нагоняем. Да, в лучшем случае. Поэтому, конечно же, такие угрозы существуют, но именно поэтому речь стоит о том, чтобы модернизировать нашу экономику, выявить сравнительные преимущества, которые имеются в нашей стране, развивать эти преимущества и вписываться в систему международных отношений как игрок, который решает свои социально-экономические проблемы. Вот вы сейчас сказали о поисках того хорошего, что у нас есть, но не использовано, да, то есть тот потенциал, который, в принципе, у нас экономически имеется, но мы все время топчемся о нем и не дадим ему как-то зажить. Вот согласно нынешнему договору, на будущий год там 5 миллиардов Россия выделяет в поддержку Абхазии, и из них 2 миллиарда точно пойдет на реальный сектор экономики, я как знаю. И пока, опять же, по той информации, которая у меня есть, как бы такого отработанного плана у нас еще нет, куда, допустим, могли бы пойти эти деньги. Но есть какие-то наметки. Вы могли бы вообще как-то проговорить какие-то наметки? Если говорить о помощи, которая выделяется Российской Федерации, то она идет по нескольким направлениям. Во-первых, это помощь в рамках инвестиционной программы развития, которую вы сказали, сумма это 5,5 миллиардов рублей на следующий год. Помимо этого, в бюджет Абхазии, то, о чем говорил Владимир Путин на встрече, помощь удваивается в бюджет, это 4 миллиарда рублей вместо 2, как было ранее. То есть итого это 9,5 миллиардов рублей. То, что касается реального сектора экономики. Предыдущий комплексный план, он был ориентирован, понятно, главным образом на вопросы социального развития, восстановления инфраструктуры и так далее. Но мы понимаем, что потихонечку нужно смещать акценты, и на встрече ставились вопросы о переформатировании самой помощи и самого характера этой помощи, с тем, чтобы значительную часть денег в рамках этих 5,5 миллиардов перенаправить на развитие реального сектора экономики, на создание новых рабочих мест, новых производств и повышение валового внутреннего продукта. Но сейчас я вам сказать точно не смогу, потому что этот вопрос только на стадии обсуждения. Я думаю, в ближайшее время будут определены те отрасли и те производства, которые будут развиваться. Вообще есть какое-то видение, допустим, или какие-то расчеты? Вот на 3/4 наш бюджет состоит из российской помощи. Да. И, к сожалению, эти цифры, они все время с каждым годом все неутешительнее и неутешительнее. Да? Там оптимизма мало в этом плане. Вообще, вот исходя из того, что сейчас выработан новый курс, то есть раньше там исключительно там в социалку, сейчас мы будем вкладывать там в реальный сектор экономики. Есть ли вообще какая-то хотя бы такая приблизительная картина, вот, допустим, за 3 года вот по 17 год, да, допустим, пока все это действует, какие-то промежуточные рамки. Вот мы должны там снизить там дотационность до таких-то процентов, или там мы должны там собственные источники доходов там увеличить там с
2,5 миллиардов там, до какой-то определенной суммы. Насколько это вообще возможно? Вопрос очень сложный, я скажу, с чем он связан. Возможности, заложенные в рамках данного договора, они колоссальные. Я имею в виду социальную составляющую. Если перечислить, это повышение заработной платы основным категориям бюджетников. Это в системе образования, здравоохранения, науки, спорта и культуры. Таких людей около 14 тысяч человек в Абхазии. Это больше половины штатных сотрудников, бюджетников в Абхазии. Помимо этого будут повышены зарплаты сотрудникам системы правоохранительных органов, также пенсии гражданам Российской Федерации. За счет российской помощи. Да, это, естественно, все, что предусмотрено в договоре, отдельные соглашения будут подписаны в течение 3 лет после ратификации и вступления в силу договора. То есть речь идет о том, что бюджетники Абхазии будут получать заработную плату на уровне бюджетников Южного федерального округа. Это Краснодарский край, Ростовская, не Северный Кавказ, а именно Южный федеральный округ. То есть, я не хочу сейчас обнадеживать цифрами, поскольку все это будет обговариваться в рамках подписания соглашений, но, скажем, заработная плата учителей в ЮФО в разы, не в 2 и не в 3 раза выше, чем в Абхазии. То есть это для Абхазии колоссальная финансовая помощь, которую мы бы в процессе даже успешного развития достигали бы, может быть, и десятилетия, если не больше. Поэтому вы правильно ставите вопрос о том, что нужно увеличивать долю средств, которая возникает и консолидируется из собственных источников. И именно поэтому сегодня руководством ставится вопрос о переформатировании помощи, чтобы добиться повышения доли собственных средств в доходах, нам нужно добиться более высоких темпов роста, чем в России. Иначе не получится. Для того, чтобы эти темпы были обеспечены, необходимы инвестиционные вложения. Вот такой вот замкнутый круг у нас получается. Вообще какой-то порядок цифр есть плановый там? Я думаю, мы хотели бы там, допустим, условно говоря, там к 2017 году там увеличить до 6 миллиардов. К 2017 году в течение 3 лет повышение доли собственных источников до 50%, до 60% будет колоссальным успехом для нашей экономики, потому что чудес не бывает. Это при размере бюджета, при каком при сегодняшних источниках около 3 миллиардов рублей собственных денег. Нет, но если мы к 2017 году делаем, условно говоря, 50%, то какой бюджет тогда будет? Бюджет, опять же, вопрос в чем заключается? Вот в договоре говорится о том, что средний уровень заработной платы бюджетников будет на уровне среднего уровня бюджетника в России. Это мы понятно. Поняли, да, Но какой уровень заработной платы бюджетников в России будет к 2017 году в ЮФО, мы тоже сейчас сказать не можем. 50% это можно говорить 50%. Может так вдруг случиться, что... Ты сейчас хочешь что-то услышать, именно то, что ты себе вложил. Нет, я просто хочу услышать даже не в процентах, наверное. Вот, допустим, сегодня мы там, наш бюджет там 2,5 миллиарда. 3. По 3. Учитывая то, что налоговые поступления от российской помощи и так далее, то есть без российской помощи. Но все-таки там многие, с участием, косвенно. Все-таки где-то 2,5, да. Без российской помощи может и меньше быть. И меньше бы, да, где-то 2 было бы. Но реально, да, там, допустим, мы не знаем, какой у нас бюджет будет, какая помощь будет там от России, там, допустим, в 2017 году, да, но мы можем, по крайней мере, высчитать и сказать, если темпы такие будут, если у нас там сейчас будут определенные средства вкладываться в экономику, мы можем сказать, допустим, к 2017 году у нас мы можем сами зарабатывать 5 миллиардов бюджет. Какую сумму мы можем зарабатывать приблизительно, я могу предположить. Какая это будет доля, задача сложнее. Почему? Потому что мы точно не знаем, о какой помощи идет речь в рамках тех соглашений, которые будут... А потенциал для повышения доходов бюджета у нас есть. Я думаю,
в 2-2,5 раза можно поднять доходы государственного бюджета за счет только вывода экономики из тени. Вывода из экономики, да. Не упорядочить, а даже легализовать те процессы, которые происходят. Но это очень сложная проблема, очень сложная. Потому что культура не платить налоги, она очень сильно укоренилась. И нужно разрабатывать, чем мы сейчас занимаемся, механизмы и налоговые системы таким образом, чтобы уходить в тень было очень сложно. То есть вот эти механизмы вытаскивания доходов из тени позволят нам уже сегодня повысить доходы бюджета. Но опять же, это вопрос не одного дня, не одного месяца. Я думаю, что где-то полгода-год будут разрабатываться эти механизмы и внедряться. Ну, в будущем это, конечно, все разговор идет о том, что мы в ближайшее будущее можем иметь, это в качестве бюджета, и какие проценты будут там, каким образом будет распределяться как-то вот в этом бюджете помощь, сколько будет составлять процентов. Ну вот наших телезрителей все время беспокоит, знаете, как отразится то, что заложено в договоре, на их на самом благополучии. И в частности тоже многие вот интересуются тем вопросом, что сейчас какие-то санкции такие очень неудобные для России проводятся, и они действительно влияют на экономику не самым лучшим образом России. Вот скажите мне, пожалуйста, а как это отразится вот на Абхазии, на нашей экономике? И вообще это сейчас отражается как-то, и как-то это учитывается вот в дальнейшем при построении своих планов? Безусловно, мы говорим о том, что мы живем в глобализирующемся мире, в мире, где все процессы влияют друг на друга. Нет такой страны, которая находится в стороне от процессов, происходящих в мировой экономике. А Абхазия в этом смысле испытывает еще большее влияние, поскольку мы находимся в едином с Россией рублевом пространстве. И, соответственно, конкурентоспособность нашей экономики во многом зависит от соотношения российского рубля к доллару, евро и другим валютам. Мы в силу тех причин, о которых мы говорили выше, видим обесценение российского рубля и удорожание, соответственно, доллара и евро, отсюда удорожание импортных товаров. Эти последствия можно разделить на краткосрочные и долгосрочные для нашей экономики. В краткосрочном периоде, безусловно, граждан Абхазии, как и всех россиян, которые зарабатывают в долларах, ждут не очень легкие времена, поскольку мы все с вами сталкиваемся и столкнемся с ростом цен, особенно на те товары, которые завозятся из стран, где используются доллар, евро и другие подорожавшие по отношению к рублю валюты. Но в то же время вот помощь, которая будет идти в рамках соглашений, она, конечно, снивелирует этот негативный фактор, потому что без российской помощи последствия были бы намного серьезнее. То, что касается эффекта девальвации российского рубля на абхазскую экономику в долгосрочном периоде, то здесь как раз перед Абхазией открываются новые возможности импортозамещения, о которых говорится и в России. Эти процессы займут обычно эффект обесценения рубля будет сказываться в течение 2-3 лет, то есть у нас есть 2-3 года, с тем, чтобы воспользоваться тем, что импортные товары, импортная продукция стала дорогой, и развивать отечественное производство. Российский рынок открыт для абхазских производителей. У нас есть огромный потенциал для развития сельского хозяйства, тем более, что Россия ввела санкции для многих европейских стран, которые возят часто говорим продукцию. О потенциале, но все-таки так получается, что у нас этот потенциал с мертвой точки не сдвигает. Мы очень много говорим о перерабатывающей какой-то промышленности, допустим, о каких-то предприятиях, которые, допустим, мед перерабатывали, фасовали бы там те же фрукты и так далее. У нас этого опять же ничего нет. Что у нас вообще правительство может, допустим, в течение года, я думаю, то это есть, я сейчас скажу. Иными словами, знаете, Беслан, может быть, вы как раз расскажете о том, вот раньше это представлялось как комплексный план, и тогда мы могли представить себе, куда идем и как развиваемся. Сейчас он называется инвестиционная программа. Сегодня само название программы инвестиционная предполагает наличие инвестиций, и в ближайшее время, в течение 2-3 месяцев, наверное, состоится очередная встреча
межправительственная между Абхазией и Россией, на которой абхазская сторона должна представить конкретные проекты по развитию реального сектора экономики. Конкретные проекты. То есть не просто суммы, выделяемые на направление и развитие отраслей, а по пунктам. Пункт 1 – строительство перерабатывающего завода. Пункт 2 – строительство мебельной фабрики. Пункт 3 и так далее. То есть сегодня, вот в декабре, в январе, месяце, феврале в Министерстве экономики Абхазии будет проводиться вот эта работа по разработке бизнес-планов, которые потом будут финансироваться в рамках инвестиционной программы. Только вот так могу сказать. Не может ли это вот пока еще не принято это решение, поэтому я более конкретно там не тоже могу сказать. Существуют свои риски, и я думаю, которые там свойственны вот нашей, к сожалению, сложившейся ментальности, там распиливать и так далее. Там раньше там на социалке распилили. Не может ли так получиться, что мы сейчас сделаем так, что в итоге эти проекты инвестиционные, от которых мы ждем отдачи, и потом выяснится, что это такие убыточные предприятия, которые там... Именно поэтому речь идет о формировании таких механизмов, которые бы минимизировали эти риски. То есть речь не идет просто о кредите. А как вы минимизировать эти? Ну, например, возможность государственно-частного партнерства. Да, например. Я рассказываю всего лишь идеи, это не то, что точно принято, чтобы потом вы мне говорили, почему такого не происходит. Пока идет работа над формированием этих механизмов. Но, например, одним из направлений формирование государственной части, соинвестирование. То есть речь идет о том, что появляется частный инвестор, который хочет вложить, допустим, 2 миллиона, 3 миллиона рублей. У него не хватает денег. Но у него есть идея, у него есть задумки, у него есть фундамент проекта, так скажем. И здесь появляется государство, которое может подключиться и совместными усилиями реализовать бизнес. Потом можно ставить вопрос о выкупе государственной доли или функционировании на основах паритета и так далее, это уже другой вопрос. Но опять же, сегодня я могу единственное сказать, что идет работа над формированием механизмов, которые бы позволили минимизировать риски, такие, как если бы это было просто предоставление кредитов. И я думаю, что где-то к марту месяцу картина прояснится, и понятно будет и нашему обществу, и людям, о чем идет речь. К марту месяцу мы только подготовим план, а конечно. Когда все это будет, тогда это потом дальше будет обговариваться? Ну, это программа в течение 3 лет, конечно, безусловно. Но в этом году она имеет возможность заработать? Инвестиционная составляющая тоже. Обязательно. То есть уже я думаю, что в следующем году уже в 2015 году, наверное, к концу года пойдут уже первые проекты. Потому что нужно подготовить, объявить правила, чтобы это было понятно всем, на каких условиях идет финансирование, кто может участвовать в этих проектах, и люди должны иметь возможность подготовиться. Вы знаете, мы многое вообще себе как-то представляем, когда идет разговор о том, как будет выстраиваться наша экономика, но потом все время как-то это натыкается на то, что у нас недостаточно серьезно все спланировано. Вы знаете, мне кажется, что в связи с этим, наверное, и организовано ваше управление экономики, администрации. К самому последнему подошли. Мы уже заканчиваем, да? Но там тоже немалая часть. Раскочегарился. У тебя есть еще вопросы? Если ты будешь говорить опять о бюджете, то мы его перенесем на вторую серию. Да, мне бы хотелось просто поговорить о том, чем занимается ваше управление, какие разрабатываются меры в качестве реформирования экономики. Что сейчас у вас, в первую очередь будет предприниматься? Но все-таки вы больше не практик, вы ассоциируетесь с теорией, вы теоретик, да, то есть в этом плане, насколько вот это я вопрос задал, пусть ответит на мой вопрос. Теоретические наработки, они востребованы вот практиками. На самом вы деле, можете там все эти схемы создавать, а потом в жизни выяснится, что практикам это ничего не нужно. На самом деле любая практика основывается на теории. Да. Это не серьезен вообще любой экономический процесс, который не основывается на фундаментальных законах развития экономики. Правило показывает, что проекты обычно становятся недолговечными, если речь идет о макроэкономике, я не говорю о конкретном бизнесе. Да? Одно дело быть бизнесменами, успешно управлять магазином, рестораном, гостиницей, но этот успешный бизнесмен не может дать
адекватные рекомендации в области управления экономикой, поскольку это совсем другая профессия. Нет, но все-таки частный бизнес это частный бизнес. Беслан, я хочу, знаете, вас практики, обеих перебить, извините меня, потому что хочу настоять на своем вопросе. Да, сейчас перейду, да. если можно. Да, просто у нас 10 минут еще осталось, и я хотел бы, чтобы мы более подробно все-таки поговорили о том, чем занимается ваше управление. То, что идет разговор о теории и практике, я думаю, что это сейчас мало вообще будет интересно нашим телезрителям. Они все-таки хотят узнать, что улучшится в их жизни в ближайшем будущем. И чем будет способствовать ваше управление вот в этом процессе. Но управление является подразделением администрации президента. Это элементы исполнительной власти. Мы, естественно, работаем интегрированно. Это не параллельная структура. Да, кабинета министра нет, безусловно, нет. Конечно. Мы находимся при президенте, формируем политику экономическую государства, определяем приоритеты, проводим совместные мероприятия с Кабинетом министров, с Министерством экономики. И как определена задача в управлении экономикой, у нас направления главным образом концептуально выражены в 3 блоках. Первое – это все мероприятия, направленные на повышение валового внутреннего продукта. То есть это вопросы инвестиций, создания рабочих мест, создание условий для развития бизнеса и так далее. Второе направление – это все, что связано с налогообложением и бюджетированием, связанное с выводом экономики из тени. Отсюда речь идет о формировании и реформировании системы учета, отчетности в стране, которая осталась далеко позади изменения принципов формирования современной статистики и далее. И третий блок – это координации деятельности с Министерством финансов и другими министерствами по оптимизации штатов, по эффективному использованию средств государственного бюджета. Вот в рамках этого концептуального развития мы видим свою работу и проводим те или иные мероприятия. Вот просто интересно, какие-то конкретные сейчас уже у вас есть наметки, планы, разработки, что вы в первую очередь сейчас будете внедрять в качестве реформы? Тоже налоговой системы или управление? Скажем, по первому блоку мы сейчас будем подключаться к работе Министерства экономики по поводу начинения инвестиционной программы конкретными бизнес-проектами. Это в рамках инвестиционной программы. В рамках налоговых реформ мы уже занимаемся разработкой некоторых новых элементов налоговой системы, например, патентированием. Но не хотел бы говорить об этом раньше, потому что нужно подготовиться и завершить работу. И в рамках эффективного освоения бюджетных средств создана рабочая группа по оптимизации штатного расписания по Абхазии. То есть речь идет о том, что у нас в Абхазии 20 с лишним тысяч бюджетников, и буквально по каждой организации работа по оптимизации штатов. То есть есть организации, где действительно не хватает штатов, и сотрудники просто задыхаются от объема работы, в то время как во многих организациях существуют часто неэффективные штаты, судя по тому, и так что далее, и тому подобное. Вот сейчас за последние месяцы происходит в новом правительстве, работа в этом направлении, как-то я не замечаю. Мне кажется, даже несколько еще больше разбухли эти штаты. Штаты разбухли, поэтому встал вопрос о том, что нужно этим заняться, поскольку маленькая Абхазия не сможет содержать 20 с лишним тысяч штатников. Очень интересно, это такое важное направление. Речь идет о том, что людей будут увольнять и сразу... То есть речь идет о чем? О том, что будет предложена какая-то форма сокращения? Не форма, может быть объединение, может ликвидация структур. Есть ситуация такая, смотрите, в некоторых организациях бюджетных выделено 100 бюджетных мест. Да, реально работают 60 человек. Я образно говорю, или 70 человек. Остальные штаты отсутствуют. То есть, штаты присутствуют, а людей нет. Но деньги остаются, люди устраиваются на 1,5 ставки, на 2 ставки, поскольку заработная плата очень низкая. И получается такой самообман. Вроде человек получает 10 тысяч рублей, но работая на 2 штатах. Не проще объединить 2 штата и дать одному человеку зарплату в 10 тысяч рублей, да, образно говоря. Или речь идет о, скажем, оптимизации в системе образования, школы, где 20 человек учатся, детей.
но содержать школу, где учатся 20 человек детей, это приблизительно столько же по затратам, как содержать школу, в которой уже учатся 30 человек, потому что нужны все учителя, директор, охрана и так далее. То есть за счет объединения, за счет укрупнения можно решать многие вопросы. Но мы об этом, об объединении, кажется, говорили при всех президентах. Да, но сейчас вот началась реальная работа. Потому что распоряжение подписано только на той неделе. Уже участники значит, рабочей группы приступили к работе, и у нас на той неделе будет первая рабочая встреча, и в течение 5 месяцев, я думаю, работа будет завершена. Это на самом деле нелегкий процесс, его нельзя в одночасье взять и сказать, знаете, вы уволены, это невозможно, будет социальный взрыв, учитывая обстоятельства, учитывая особенности того или иного. Но если вот человека все-таки там, допустим, увольнять, вот какая альтернатива? Ну, понятно, те, которые там на пенсию уходят, они там могут худо-бедно. То есть будет ли социальные пособия выдаваться, какая дальше подготовлена? Речь идет о том, чтобы вот как раз об этом идет, чтобы не было социального взрыва, чтобы человек, даже получающий 5000 рублей, не хочет оказаться на улице, понятное дело. Поэтому это будет проходить плавно. Вот создаются новые рабочие места, переходят люди из государственного сектора в частный, высвобождаются места, и можно потихонечку сокращать. Это можно сделать плавно, градуалистский подход, реформа не как в Восточной Европе сразу, а как это делается в Китае. Да? Вот я условно говорю, есть штаты, 20 человек в организации. Сокращение до 15 человек будет, 5 человек, но никого не увольняют. Человек уходит, по тем или иным перевелся на другую работу, надоело и так далее, и с его уходом закрывается штат. Да. Китайцы. Вы знаете, я думал, мы как-то не будем... Но это частный случай, потому что я ушел в вопросы. Частный случай, потому совсем не подходит для нашего финала. Да. Не подходит для нашего финала, потому что мы как-то, когда затевали эту передачу, думали поговорить о том, насколько вот этот договор отразится на росте благосостояния вообще наших граждан. И как-то хотели услышать что-то обнадеживающее в этом смысле, и даже, может быть, какие-то конкретные примеры. Чтобы завершить на такой оптимистичной ноте, скажем, пока что договор еще не вступил в силу, он должен быть ратифицирован и в России, и в Абхазии. После того, как он будет ратифицирован, начнется серьезная подготовительная работа. В течение 3 месяцев, а в некоторых случаях 6 месяцев, будут подписаны соглашения по реализации некоторых статей данного договора. И в процессе развития, 15, 16, 17 год, в течение 3 лет мы будем наблюдать плавное повышение качества жизни людей за счет российской помощи. Но это не значит, что мы должны сидеть и ждать только помощи. На встрече с российской стороной было сказано, что Россия заинтересована видеть в Абхазии сильного партнера. Россия готова помогать Абхазии, но и мы должны сделать так, чтобы уменьшить свою зависимость. Мы должны, пользуясь той помощью, которая идет из России, создавать свою эффективную экономику. В любом случае, в следующем году в Абхазию поступит почти 10 миллиардов рублей. Это не считая денег, которые идут по линии пенсионного фонда. На фоне 3 миллиардов наших собственных доходов это в несколько раз больше. И, безусловно, одни граждане почувствуют эту помощь непосредственно в виде прибавки к зарплатам, пенсии, а другие граждане почувствуют это косвенно. Те, кто занимаются бизнесом, увидят более активную покупательную способность населения. То есть эти деньги будут вращаться в экономике, и мультипликативный эффект, он, конечно, оживит и бизнес-среду, бизнес-ситуацию. Но все-таки у нас 1 минута осталась. Я просто как пожелание, это все-таки даже, я уже даже об этом сегодня успел написать, даже если бы очень идеальный договор был, к которому есть у определенной части нашего общества там претензии, говорят о суверенитете, о ущемлении его. Тем не менее, мне кажется, даже если бы очень идеальный был документ, если мы в реальности будем воспринимать вот эту помощь просто как халяву,
как возможность просто сыто поесть и ничего при этом не делать, то наше будущее абсолютно не имеет никакой перспективы. И я думаю, просто этот договор, он должен нас стимулировать и помогать в работе. Вот если мы других стимулов, как просто наживаться, не будем видеть. Не стоит забывать, что Абхазия сегодня признана небольшим количеством стран, да, то есть, по сути, мы говорили об этом, России, и Абхазия не имеет доступа к ресурсам Международного валютного фонда, Всемирного банка, других организаций, которые выделяют кредиты, выделяют средства на развитие экономики, на модернизацию. Да сама Россия в 90-е годы получала и кредиты, и помощь с этих организаций. Поэтому, естественно, страны обращаются к этим финансовым ресурсам для того, чтобы модернизировать экономику. И, в принципе, эту миссию, эту роль сегодня выполняет Россия, по большому счету. Сегодня это речь не о кредитах идет, это о безвозмездной помощи. И, как вы правильно сказали, договор является лишь возможностью, которой мы должны воспользоваться. Сам по себе договор не решит проблему нашей экономики, поскольку конкуренцию и проблемы выживания страны в условиях обостряющейся геополитической обстановки, экономического кризиса никто не отменял. Все равно проблемы остаются, мы их должны решать. Просто решать их будет намного легче с такими возможностями. Да, но несмотря на то, что у нас в некоторой степени шансы в прошлом были упущены, вот, по реформированию экономики и вообще по созданию более такого твердого экономического фундамента. Да, вот сейчас, мне кажется, что вот этот шанс, он действительно появился. Все-таки почему появился? Потому что он и раньше тоже был как-то, но сейчас он уже стал более, по-моему, осязаем как-то. Уже есть какое-то понимание, что нужно в этом случае делать. Я думаю, что вот ваше управление экономики администрации, наверное, в этом деле в ближайшее время уже, наверное, покажет какие-то планы и более намерения. Конкретно. Да, более конкретно. И вот по пунктам, знаете, как хотелось бы знать, я даже думал, что, может быть, сегодня услышу, вот какие-то пункты реформирования, которые отразятся на уровне жизни наших граждан. Сегодня вы не смогли бы увидеть, потому что управление работает только месяц. Если я вам в течение месяца привел бы пункты и сказал бы вот так, можно было понять, что это все несерьезно, да? Потому что даже чтобы почему выйти... несерьезно? Ну, например, намерение. То, о чем, то, что вы собирались сделать в ближайшие, например, месяцы. Уже же у вас, скорее всего, есть какие-то планы. За базар надо отвечать. Да, я тоже согласен, что за слова надо отвечать. Потому мы приглашаем на эфир, чтобы вы здесь сказали, а потом уже когда отвечали. У нас будут конкретные цифры и результаты, я обязательно вас ознакомлю, безусловно. Это не должно быть государственной тайной. Давай на этой ноте, на этой не столько оптимистичной, сколько многообещающей ноте, мы будем заканчивать нашу передачу. Всем приятного просмотра программы «Голос», которую все вняжет. Да, Ибрагиму здоровья пожелаем. Сегодня над передачей Нал Хашик работал. Ибрагим вот здесь тоже рядом с нами. Болеет. Да, немножко приболевший. Но это частности, о которых не стоит говорить, в общем-то, в программе. Пожелаем ему здоровья. И сегодня в гостях у нас был начальник управления экономики администрации президента Республики Абхазия Беслан Барателя. Огромное спасибо вам за беседу. Спасибо. До скорых встреч. Всего доброго.